بسم الله الرحمن الرحيم. Амма ба'д, ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Уважаемые братья, сегодня, иншаллах, мы прочтем хадисы из книги Нузхатуль Муттакин фи шархи Рияд Салихин, 720 хадис. Ан Джабирин радiyallahu анху قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم عيد خالف الطريق. Раваху аль-Бухари. Это достоверный хадис, который передал Бухари. То есть, здесь говорится, что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, когда был праздничный день, он менял свою дорогу, говорит, который ходил в мечеть. Допустим, у нас ворота есть отсюда, в который в мечеть заходим. А пророк, алейхиссалату вассалам, праздничный день заходит с другой стороны. Вот в чем смысл этого хадиса? Вот как его понять? Почему пророк, алейхиссалату вассалам, так делал? Не только праздничный день. Имамы разъясняют, выводя из других хадисов тоже, что если человек идет посещать больного человека, брата, или же он идет совершать хадж, или же пошел он на похороны, джаназа, кладбище, с одной вороты зашел, с другой вороты выходит, это желательно, за это получает человек награждение. Удивительно же. А никто не может сказать, запрет на обратно выходить с той же двери. Нет, запрета нету. Но здесь есть следование за пророком, алейхиссалату вассалам. Но однако должны понять, следовать за пророком просто так ничего не бывает. Есть там смысл. Какие смыслы можем от этого получать? Во-первых, земля, в которой ты ходишь, свидетельствует за тебя, за каждый шаг, что ты ходил во благо. То есть, ты отсюда зашел, оттуда вышел, или оттуда зашел, отсюда вышел, земля, в которой ты ходил, разная стала, разные места. Вот она свидетельствует в судный день, что ты во благо ходил. Это в первую очередь. Даже земля говорит, видите, также, когда человек ходит в плохие места, судный день, эта земля будет свидетельствовать против этого человека. Сурат Ясин, Аллаху Та'ала об этом и говорит сам Всевышний Аллаху Та'ала. Аузу биллахи минаш шайтанир раджим. Аль-яума нахтиму аля афвахихим ва тукаллимуна айдихим ва ташхаду арджулухум бима кану яксибун. Сегодня мы ставим печать, говорит, их рот, Аллаху Та'ала говорит, судный день. Ва тукаллимуна айдихим, их рука будет говорить, говорит. Вот рука будет говорить, руки. Ва ташхаду арджулухум, и будет свидетельствовать их ноги, говорит. Бима кану яксибун, что они творили. Руками что сделал, ногами куда ходил. Видите ли, не обязательно, чтобы у тебя язык говорил. Если Аллах захочет, твои все органы будут говорить. И глаза, и уши, и руки, и ноги. Или во благо, или против тебя. Также и земля будет так говорить. И также хайваны, которые ты смотрел за ними, если зулм делал, хоть кошка дома или корова, они тоже будут судный день или против тебя присутствовать, или во благо. Какой смысл здесь еще такой можем понять, когда дорогу меняем? То есть, наш любимый пророк, саллаллаху алейхи вассалям, хочет из нас, чтобы мы были более развиты. Когда мы разные дороги меняем, мы видим разные места, разных людей встречаем по дороге. И остановку вокруг нас видим. Понимаете, да? Может, кого-то бедного человека встречаешь, помогаешь. Может, другого человека встречаешь, может, он тебе помогает, может, другой совет. Вот в селах бывает, человек лет 10, один мечеть ходит, джамаат. Я привык, говорит, сюда, ну, меняй. Ходи чуть метр 150 или 200, там другой мечеть. Можно же ходить туда тоже. Пускай там тоже коврики, там стены, вот дорога, и люди, джамаат. Свидетельствует в судный день, что ты был из иман, из джамаат ахлу был. Можно же менять. А допустим, такой пример возьмем. Вы видели кого-то, кто ходит в какой-то ресторан, 10 лет один же тот же самый ресторан. Там уже номер один есть, там другой есть, такой есть. Старайтесь менять, чтобы посмотреть разные блюда. Ради живота, ради блага, ради души нашей, чтобы были счастливы. В судный день больше заработать, ахарат. Меняйте тоже. Мечети тоже желательно менять.
С этого мы поняли, видите, вот, когда во благо ходим, получаем награду. Больному человеку пошли, поминать тоже дорогу желательно оказывается. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, когда ходил в мечеть, он делал дуа «Аллахумма бихакки мамшая хаза». Среди слова, которые он произнес, там было такое дуа: «О Аллах, я прошу из-за моих вот шагов, которые я в мечеть хожу, чтобы ты меня простил». Видите, из-за шагов даже можно Аллаха просить, как будто за честь моих ходьбы, которые я хожу в мечеть. Это последствия причин твоих благих деяний, можно обращаться к Всевышнему Аллаху Та'ала. Или же вот читал 1000 раз салават, трудности был ты, суета была большая. Ты взял, четко читал 1000 раз салават: Аллахумма салли аля Мухаммаду ва аля али Мухаммаду ва саллим, Аллахумма салли. И потом просит: о Аллах, из-за хак этих салават, которые я прочитал, прости, Аллах, мои грехи. Иншаллах, прости. Вот с этого хадиса тоже можно понять, кто понимает. Еще такой момент есть. Имам Навави рассказывает, когда мусульмане места меняют свои, те люди, которые ненавидят мусульман или не хотят видеть мусульман, как будто они в чужом районе, отдельном районе, мусульмане показывают: алхамдулилля, мы везде можем ходить, везде, алхамдулилля. И вдруг хоть ненавидящий человек увидит мусульман в мечеть ходит, давай-ка я тоже пойду за ними. Вот когда человек меняет дорогу, вот разные дороги, тоже есть такая причина, чтобы кафиров их затыкать рот, что мы, алхамдулилля, не боимся, оттуда хотим, оттуда и можем пойти. Такие моменты тоже есть, говорят. Есть такой момент: ат-тафаалу бигай тагайюрил хал. Субханаллах, вот момент, это очень важный момент. Если люди вот ходят в мечеть, как-то сухо светит мечеть, никакой наслаждения, вкус намаза не понимает. Вот бывает такое, иногда вот идут, вкус, когда коронавирус идет, еду вкус уже теряет человек, не дай Аллах никому такой. Есть такие люди, всегда в мечеть заходишь, все время упрекают там друг другу, там что попало говорят, просто портит еду, понимаете? Также портит люди, есть намаз, который портит люди есть. Ат-тафаулу битагайру хал, когда хал меняешь свой, место меняешь, есть места, когда вот где там зулм, где клевета, где лишние слова говорит, там баракат уходит, однозначно. Когда ты это место, это окружение, этих людей меняешь, алхамдулилля, еще другое ощущение бывает в твоем ибадате. Это не простые слова. Каждому слову, которое я говорю, из хадиса я стараюсь выводы делать. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, говорил своим сподвижникам: когда вы будете ходить возле такое-то места, вы постарайтесь побыстрее оттуда уходить и вот так покрывайте ваши головы, говорил. Субханаллах, удивительно много чего, когда науку изучает. Почему, когда спросили, сказал: здесь Аллаху Та'ала наказал какого-то народа, то есть было это плохое место, плохой народ, от их остался здесь, вот их неблагодать от них осталось. Вот чтобы убегать от этого, быстро уходить от этой местности, говорит. Вот. Также, где хорошие места, чем там больше находится, вот так мечеть находится, окружение хороших людей, человек ощущает барака. Элементарная вещь. Вы видите сами, каждый из вас, бывает человек, который сидишь рядом, субханаллах, думает: вот когда же он уйдет, или же когда я уйду и расслаблю. Ты не можешь свои эмоции высказывать там спокойно, выговорить, что хочешь. Вот думаешь, сейчас что-то скажу, и так сразу он на меня не так посмотрит. А бывает люди, субханаллах, что хочешь, попало, говоришь: ла иляха илляллах, субханаллах, громко можешь говорить, нашиды можешь читать, и весело тебе с ним. Человек баракатный человек, и тебе хорошо. Поэтому желательно. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, говорит в другом хадисе: сафиру тасиху. Когда вы больные, пусть на сафар выходите, говорит пророк, алейхиссалату вассалам. Сафар выходите, понимаете? И вы выздоровитесь, говорит. Мы же видим, вот человек иногда хочет лечиться здесь, куда-то поехал, или на горы поехал, и ему хорошо стало. Даже кто-то, где вот трава выходит, астматикам плохо становится. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, видите, вот, как будто он, конечно, лучше, чем он медик, кто будет, потому что все, что он говорит, это 1000000% правильно. Болейте, выходите, следуйте за этим хадисом. И надейтесь, что
вам лучше будет. Следуя за пророком, алейхиссалату вассалам. Сафиру, говорит, не сидите в одном месте. Тасиху, выздоровитесь, говорит пророк, алейхиссалату вассалам. Действительно, это так есть. Многие люди, которым тяжело, куда-то уходят, и там легко. Таких моментов много, дорогие братья. Мы должны просто знать, что все, что в исламе, Аллаху, во благо нас. Просто нам надо следовать за этим. И мы сегодня или завтра увидим этот баракат. Недавно ролик такой увидел, араб рассказывает, как инсульт у него был. И языком выговаривать слова не мог, он еле вот затруднялся. Какой-то еврей спросил у него, врач еврей, ты мусульманин, говорит? Говорит, да, говорит. А что, говорит? Читай Коран, сказал, говорит. Взрослый человек, он сам говорит. Читай Коран, сказал, и у тебя все исправится, говорит, язык, и все себе придет. Этот человек, слушая этого еврея, начал читать Коран. Аллах, он сейчас лучше, чем я, спокойно разговаривает. Он сам, я начал, говорит, читать Коран, и очень скоро у меня все лучше стало, говорит. Главное, надежда и уверенность, что Коран, когда Аллах говорит, «Фихи шифау линнас», читайте Коран, есть в нем лечение. И за то, что еврей сказал, надо, если следует еще Аллах сказал, и намерение делать, и надежда больше, что, иншаллах, Аллах примет, и все придет на свои места. Пусть Аллах меня простит, и вас простит. И дай Аллах нам понять такие хадисы пророка, алейхиссалату вассалам, исследовать и других научить, чтобы следовали. Амин, амин, амин. Алхамдулиллахи раббил аламин.